специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, а также директором направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив. Давайте поаплодируем, встретим нашего гостя. Такая традиция, я читаю лекции каждый раз новые на открытиях точек кипения. Они бывают футурологические, бывают пионерские, технологические, философские и тому подобное. У нас сегодня будет лекция исключительно практическая. Никакой футурологии не будет, будет только набор практических инструментов. Почему это важно? Потому что мы за последние 7 лет работы в агентстве стратегических инициатив наработали очень большой комплекс мер, программ, которые активно используются в Москве и, наверное, еще в 2-3 российских регионах, но которые пока, я бы сказал, безобразно мало используются на территории всей страны. И сегодня мы хотели бы именно поговорить и обсудить то, как эти меры можно приземлять на территории российских регионов. И в этом смысле Якутия является уникальным местом, которое может, с одной стороны, получить преимущество от использования тех программ, о которых я говорил, так и наоборот стать донором этих практик. Потому что, конечно, часть нашего подхода — это именно обмен лучшими практиками. Итак, наш сегодняшний разговор, я надеюсь, что еще один собеседник ко мне со временем присоединится. У него сегодня очень важный день, который изменяет любые формальные вопросы. И мы, конечно, сегодня желаем удачи Александру Сергеевичу Николаеву. Вот. И поговорим о 3 группах инструментов, которых у нас в стране не было и которые сейчас появились. Их можно брать, использовать и превращать в такую суровую повседневную реальность. Итак, наша тема сегодня — это национальная технологическая инициатива и ее возможность использования в Якутии. Это государственная, сейчас это называется, национальный проект «Цифровая экономика» и стратегия научно-технологического развития. Так, вот 3 инструмента, они появились буквально за последние несколько лет. Для большинства людей это такие пока черные ящики. Ну вот какие-то там чиновники где-то в Москве разработали какие-то тексты, документы, наверное, попросят на них какие-то деньги. Как это повлияет на жизнь обычного человека, который живет в Якутии? Вот примерно наш с вами сегодня фокус. Вот. Мы начнем с таких более верхнеуровневых вещей, а потом будем постепенно понижаться до уровня влияния на жизнь конкретного человека. Итак, начнем мы, наверное, с тех решений, которые сегодня предлагаются в рамках национальной технологической инициативы. НТИ — это программа, которая предполагает, что России надо делать ставку не на добычу природных ископаемых, а на создание новых продуктов на новых рынках. Значит ли это, что добыча природных ископаемых становится менее важным? Нет. Но мы точно понимаем сегодня, что ключевые источники наполнения бюджета страны, нефть и газ, больше расти не будут. То есть если мы будем очень хорошо стараться, если мы будем вводить в эксплуатацию новые месторождения, если мы будем там строить нефтепроводы и газопроводы, то дай бог нам сохранить на 20-летнем горизонте нынешний уровень бюджетных отчислений и инвестиций, которые нам дают эту добычу.
И все было бы хорошо, но структура нашего бюджета, она достаточно серьезно меняется. Демографическая нагрузка серьезно вырастает. И это связано не только с пенсиями. На самом деле, когда мы говорим о росте пенсионной нагрузки, то это только один из видов той нагрузки, которая у нас появляется из-за демографии. Потому что, например, нам придется пережить ситуацию, когда у нас будут существенно расти расходы на здравоохранение. Более пожилое население, люди чаще болеют, нужны другие клиники, другие формы поддержки, освоение пространства. Мы строим инфраструктуру, которая требует постоянного доинвестирования. Мы создаем системы, которые требуют постоянных накладных расходов. И если мы не научимся зарабатывать на новых рынках, то единственный способ нам сохранить целостность будет очень простой. Это будет снижение жизненного уровня населения. Нам бы очень хотелось этого сценария избежать. НТ — это попытка сформулировать долгосрочную программу развития, потому что когда мы пытаемся решить задачу технологического развития в лоб, мы, как правило, попадаем в одну очень простую ловушку. Мы даем поддержку и даем деньги тем командам, которые уже есть, по тем технологиям, которые уже есть. Это хорошо, но это путь в никуда. Потому что мир развивается настолько быстро, что если вы инвестируете в то, что вы умеете, значит вы инвестируете в то, что уходит в прошлое. Это очень грустный, но абсолютно практический вывод. Если вы инвестируете в то, чтобы больше собирать внутри Российской Федерации автомобилей, то вы кардинально проигрываете в тот момент, когда происходит смена технологического уклада и автомобили меняют характеристики. Вы построили заводы по производству двигателей внутреннего сгорания, вложили в них средства. Каков результат? Результат очень простой. Принимается решение об отказе от двигателя внутреннего сгорания, а это решение стратегически сегодня уже принято. И все ваши инвестиции обнуляются. Вот это тот риск, под которым мы все время находимся. МТ — это про то, чтобы инвестировать не в избежание риска, а в преодоление риска. Привет. Ко мне присоединился второй участник нашей дискуссии, нашего разговора. СН — один из самых сильных визионеров, с которыми я знаком, который сочетает уникальную характеристику. Он одновременно визионер Айсен Николаев и одновременно очень сильный практик Айсен Сергеевич Николаев. И те люди, которые умеют сочетать взгляд в будущее и практику, они, наверное, самые сильные. Я предлагаю такой формат. Я рассказываю о тех инициативах, которые приняты в государстве за последнее время, в частности, МТИ, цифровая экономика, стратегия научно-технологического развития, и мы обсуждаем, как их можно применить для изменения жизни простого человека в Якутии. Подходит? Вверх. Вверх. Добрый вечер, дорогие друзья. Вообще, я был святой уверенности, что Дмитрий нам прочитает часовую лекцию, и мы потом ее обсудим, и потом радостно разойдемся дальше переваривать. Да? А вы меня куда-то посадили еще. Кем-то обозвали, и что-то предлагаете обсуждать. Понимаете, Александр Ильич, у нас была вот программа «Остров 1021» на Дальнем Востоке в июле. У нас там был такой формат, когда вместо лекции одного человека мы сделали разговор на троих.
Это было с Константином Новоселовым, Наш разговор на двоих получается. Нобелевским лауреатом, да, а третьим будет аудитория. Вот. И Игорем Рыбаковым, нашим известным миллиардером и филантропом. Вот. А здесь, мне кажется, этот формат он гораздо более интерактивен, современен, удобен и всем остальным. Итак, мы начали с инструмента НТИ, о том, зачем это нужно. Вот это вот ставка в будущее, ставка на технологический переход, ставка на неожиданные решения. Значит, из чего собирается НТИ? И можем здесь сделать потом короткий переход и поговорить об актуальности всего этого. В центре НТИ находятся так называемые неты. У нас их сейчас там около 10. Это 3 транспортных нета. Аэронет, Маринет, значит, что у нас там еще есть? Автонет, да. Значит, неты, которые связаны с человеком, фуднет о том, что он ест, хелснет, как он учится, нейронет о том, как мы учимся коммуницировать напрямую с машинами, значит, новые неты, которые называются SafeNet, про решение в области безопасности. Сейчас FashionNet, очень интересное направление как раз про креативную индустрию. Почему неты? Да, тоже очень простая логика. Эти все новые рынки, они носят такой сетевой характер и развиваются примерно так, как развивался интернет когда-то. Принципиально важны протоколы коммуникации, стандарты обмена данными, отдельные группы, не иерархия, а вот такие вот сложные сети, быстрые, состоящие из вот таких прорывных команд. Все эти слова автонеты, сегодня в стране есть куча кружков автонет, некоммерческие партнерства, образовательные программы, которые так называются. А всего 4 года назад, когда мы это придумали, то слов таких никто не знал. И я помню, у нас было первое обсуждение на уровне правительства Российской Федерации. И я всегда так, значит, всегда ждешь с трепетом выступления министра финансов. Вот, у нас было обсуждение Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот. И вдруг, значит, Герман Силуанов говорит, а мне, говорит, нравится идея национально-технологической инициативы, потому что там неты, ну то есть аэронет, фуднет, то есть ничего нет, значит деньги не нужны. Вот, и на этом мы договорились. Ну, правда, все равно потом государство начало серьезно в это инвестировать, есть целый набор финансовых инструментов сегодня. Но вот на это, что называется, вошли в нашу жизнь. И первая, например, история, которую можно здесь обсудить, это история с аэронетом. Что такое аэронет? 3 словами, это логистика, поднятая в воздух. Вот очень важно, не отдельные экземпляры беспилотников, которые там прилетели с точки А в точку Б, а логистические решения устойчивые, которые работают на воздухе. И в идеале это огромная информационная система от уровня космоса, да, и здесь у нас тоже сегодня есть коллеги, которые реализуют самые, наверное, интересные проекты сегодня значит, с точки зрения космических группировок, именно в логике аэронета, до уровня, когда вы действительно можете там пиццу заказать, нажав значит, на кнопочку на телефоне, и вам дрон прилетит и что-то там такое доставит. До уровня, когда на это вот беспилотие переходит и авиация. И тоже 4 года назад была такая фантастика. Сегодня все выучили дроны. Крупные компании это массово тестируют. Мы обсуждаем с группой Кронштадт несколько проектов по тому, чтобы поставить беспилотные комплексы на даже значит, старую советскую авиацию. То есть, условно говоря, сделать там беспилотный Ан-2 или беспилотно модернизированный Ан-2 хотя бы.
Значит, вот насколько эта тема актуальна для Якутии, какой здесь может быть, какие здесь могут быть форматы? Что вам интереснее всего в этом? На каком уровне, на каком плече? Пиццу возить? Алмазы? Северный завоз организовывать? Вот где? Где эти перспективные области применения? С точки зрения внутреннего чувствования, как вы это видите? Конечно же, я уверен, что Аэронет – это то, что нам нужно для преодоления вот того, что я называю транспортным проклятием нашей республики. Понимаете, с одной стороны, огромное расстояние, огромная территория – это безусловный плюс, безусловный потенциал, да? С другой стороны, когда ты понимаешь, что территория у нас равна государству Индии, так, почти, при этом население очень равномерно, кроме города Якутска и Мирного, размазано по всей огромной территории, знаете, вот поселками по 100, по 200 человек, по 400 человек, там, 1000 человек, для нас это уже крупное поселение, безусловно. И нам надо за короткий срок это все обеспечить и нормальными грузами, да, потому что в любом случае надо нам завозить документы. Так? А во-вторых, конечно же, люди, особенности вот в этом году после повышения заработной платы бюджетика, мы почувствовали, что резко выросли потребности людей в перемещении по территории республики в том числе. А у нас перелет, к сожалению, вот из того же, например, Черского до Москвы, он дороже, чем отсюда, от Черского до Якутска дороже, чем отсюда до Москвы. Естественно, при этом вот как раз то, что сможет нас доставить из пункта А в пункт Б, который находится на расстоянии там несколько сот километров, в кратчайшие сроки, безопасно, в любое время года, на любую неподготовленную площадку, потому что мы понимаем, что в каждом том же поселке, например, аэродром строить, это никаких денег ни в каком государстве не хватит. Вот это то, что нам нужно. Вот. Соответственно, вот аппараты вертикальной взлетно-посадки, беспилотные вертолеты, беспилотные какие-то летающие тарелки, те же дирижабли, о которых мы много говорили еще с советских времен, но, к сожалению, пока нет практических реализованных таких проектов для перевозки больших масс грузов. Да? Вот это нам, то, что, на мой взгляд, нам в перспективе уже абсолютно нужно. Да? Тем более мы все знаем, коллеги, что в 2022 году Ан-24 у нас перестанет летать. Не потому, что он плохой и так далее, просто все, уже все Ан-24 должны быть списаны. А регионального самолета у нашей страны нет на сегодняшний летающий. Да, это такое временное проклятие М3, потому что советские задел уходят, а новое мы еще не успеваем создать. И на самом деле, если абсолютно откровенно, в чем проблема? На уровне заявлений работает хорошо. На уровне проектов работает хорошо, красивые презентации. Мы видим очень много. Когда дело доходит до реальности, то даже там, 30 килограмм перевести на расстояние 150 километров очень легко сделать один раз. Показательно. Привязать просто ленточку. Оказалась задача, чтобы этот аппарат перевез 30 килограмм 150 километров 10 раз в течение одного дня, возникает проблема. При этом мне казалось, что вот это вот именно 30 килограмм 150 километров это не очень актуальная задача. Оказалось, что она актуальна для Сбербанка. Потому что Сбербанк хочет возить наличные. Вот. Я сразу спросил у коллег, вы что, хотите новый национальный вид спорта, бей, значит, беспилотник Сбербанка и обеспечь, значит, себе пенсию? Вот. Вот коллеги мне объяснили, что нет, что у них технологическое решение предполагает, что он встроен уничтожительно. И если, значит, его сбили, то, в общем, еще не достанет. Но вот мне казалось, что перспектива это переход на карточки, даже не на карточки, а платежи в мессенджер. Да? Ну, как бы, если можно в WhatsApp заплатить, зайдя в сельский продуктовый, то зачем тебе наличные?
Ну нет, коллеги считают, что еще несколько лет у них крупный рынок – это именно рынок доставки наличных средств. Такой Вот, Дима, я на самом деле не согласен здесь с Сбербанком. Мы, вот когда с Набиулиной и Эльвирой Сапикзадовной встречались, мы сейчас обрабатываем соглашение Центральной банки Республики Саха-Якутия о том, что на самом деле мы хотим наши поселки сделать электронными. Вот, причем как раз чем удаленнее поселок, чем он изолированнее, тем легче это сделать. То есть чтобы система платежных каких-то взаиморасчетов была внутри этой формации людей, вот, в небольших поселках, и как раз посредством тех же мобильных каких-то приложений, работающих именно в этом населенном пункте, это все можно сделать, и тогда реально может получиться, что наличных денег людям там не понадобится. Я на самом деле тоже согласен именно с этой позицией, и про нее как раз есть большой комплекс, Это наш ответ Сбербанку. да, большой комплекс решений, которые сейчас предлагаются в рамках программы «Цифровая экономика». И здесь республика может стать одним из первых бенефициаров использовать именно выгоду тех решений, которые сегодня должны быть приняты. Что это за решение? Первое решение – это легализация удобной мобильной облачной подписи. Потому что, конечно, для того, чтобы вот этот платеж сделать, необходимо отказаться от одной такой очень тяжелой штуки. Ведь у бумажных платежей они анонимны. Когда ты заходишь в Сельпо и платишь кэшем, то у тебя цифрового следа не остается. А переход на цифровые платежи, он требует того, чтобы оставался цифровой след. Чтобы мы точно знали, кто и какую транзакцию совершил. И в ближайшую сессию, уже в осеннюю и дальше весеннюю, Центр компетенций по нормативному регулированию, который у нас на базе Сколково работает, он как раз вносит вместе с Министерством экономического развития законопроекты о легализации облачной подписи. Это облачная подпись, раз. И второе, это удаленная идентификация пользователя. Да, для того, чтобы, например, можно было оказывать банковские услуги как раз в этом удаленном поселке. Сейчас это тоже физически невозможно, пока там человек, например, хочет открыть счет, ему надо конкретно прийти в конкретное отделение банка. Вот если эти изменения будут приняты, то они, скорее всего, будут приняты к лету следующего года. И здесь есть возможность для Якутии стать одним из таких пилотных регионов. То есть задача тогда попасть в список песочниц, того, чтобы мы, где первые такого рода решения бы принимались. Соответственно, частью этой цифровой стратегии Якутии должно быть именно твердое такой, как это сейчас говорится, КП для правительства, чтобы во всех первых источниках такого рода Якутия участвует. Так, чтобы это как возможность, они мимо вас не пробежали. Вторая вещь, которая здесь требуется, конечно, это надежный интернет. Опять же, все вот эта идея удаленного электронного поселка, она не будет работать без надежного доступа в интернет. Здесь это та задача, которая решается в рамках госпрограммы «Цифровая экономика в части инфраструктуры», через и в логике НТИ через два типа решений. Наземные, и насколько я знаю, коллеги из Ростелекома сейчас очень активно подключают поселки Якутии к интернету. Можно про это чуть-чуть сказать? То есть как вы это видите, о чем вы договорились? Мы на самом деле сейчас находимся в тот период, когда Ростелеком наконец-то начал быстро подключать наши районные центры, наши поселки к автовокну. Вот я сейчас на прошлой неделе был в Султане, когда назад так везите, вот туда сейчас пришло автовокно. Буквально через 3 недели оно придет в Вербу, через месяц после этого в конце декабря придет в Верхнеуральске, и в первом квартале уже придет в Вильнюс. Да? Коллеги прекрасно понимают, о каких расстояниях я говорю, и о каких больших территориях, как и Западная Якутия, Вильнюсская группа районов. Вот. Мы вообще считаем, что к 2024 году мы
все, что можно покрыть оптоволокном на территории республики, мы все покроем. Но есть, конечно, северные территории, куда оптоволокно мы никогда не дотащим, потому что там, тащить 1000 километров для поселка, где живет 100 человек, так, никакого смысла нет. Но при этом, конечно же, мы должны уже отрабатывать со спутниковой группой, я ее группировка называю, так, со спутником, чтобы все-таки у нас было четкое покрытие спутниковое, плюс к этому, конечно же, расценки по спутниковому интернету были не дискриминирующими для того населения, которое находится в зоне убийства. Вот. В принципе, мы видим, что с помощью бизнеса мы, того же Якстар, тогда мы можем найти решения, которые существенно понизят стоимость спутникового интернета для конечного потребителя, причем сделать его не ниже, конечно, так, но сопоставимый по цене с тем интернетом, который мы сейчас имеем от Ростелекома, например, ТТК здесь видим. Да, и здесь как раз в рамках цифровой И экономики. при этом, я как раз хочу закончить, мы с Антоном Московичем, у нас есть проект, называется он электронный наследник. Да, мы когда как раз поселки наши центральные, Вилюйская и Заречной группы районах, мы уже будем полностью оцифровывать, и они реально будут работать, как умный поселок. В части как раз тех сервисов, которые сегодня и государство предлагает, и различные госкомпании, и не только госкомпании, но и частные компании предлагают. Эта идея есть, мы как раз должны начать с утра. Также вся идея. Да. Какие решения здесь есть на государственном уровне? Стратегические решения, это, конечно, проект «Сфера», который предполагает реализацию в рамках цифровой экономики, который предполагает, что несколько сотен аппаратов выйдет на низкоорбитальную маркировку, и это позволит нам обеспечить быстрый и дешевый интернет, значит, на территории всей страны и на территории даже всего мира. Но сроки развертывания там такие все, что реалистично все это может быть развернуто даже сейчас по плану не раньше 2028 года, скорее всего они могут двинуться еще более вправо, и, конечно, столько ждать очень тяжело. Да? В рамках НТИ мы сейчас прорабатываем, у нас коллеги сегодня здесь присутствуют, авторы проекта «Небо», который может быть очень интересен для республики на более коротком горизонте, но тоже дает возможность доступа, быстрого и дешевого доступа в интернет, в первую очередь для удаленных территорий. Конечно, вот это создание нового типа инфраструктуры, оно критически важно, потому что только на нем можно оказывать соответствующие функции. Но тут важно, что и программа «Цифровая экономика» предполагает, что Ростелеком отдельно подключает все школы, больницы, фельдшерские, акушерские пункты, такого рода инфраструктуру с отдельными каналами, у которых более широкая пропускная способность. Мы видим, конечно, сегодня развертывание новой системы образования, и часть программы «Цифровая экономика» – это принципиально новая школа. Школа, в которой каждый ребенок может выстроить свою индивидуальную траекторию, у него есть лучшие учебники электронные по лучшим программам и доступ к лучшим преподавателям. Это такой тоже вызов для нас очень серьезный. То есть программа предполагает, что лекции лучше записываются, не только лекции, но и дальше какие-то интерактивные программы, становятся доступны всем остальным. То есть значительная часть этого образования, она уходит в онлайн, в эту цифровую среду. Да? И в этом смысле для школ нужна отдельная система. Дальше, что у нас будет здесь происходить в ближайшее время, это первый пилотный проект, это проект «Билет в будущее». Его объявил президент весной. Проект предполагает, что каждый ребенок в возрасте 10-14 лет, он сможет пройти глубокое бесплатное тестирование своих способностей и предрасположенностей в онлайне и получить рекомендацию о том, где он может попробовать ту или иную профессию, которая ему больше всего подходит. И государство будет
софинансировать или полностью оплачивать в разных моделях по-разному вот эти вот быстрые профессиональные пробы. А потом Министерство просвещения должно сопровождать это ребенка, чтобы на этой платформе он дальше мог пройти тестирование, и было понятно, школа его развивает или не развивает. Ведь у нас существует такой очень неприятный феномен, когда дети в школу заходят талантливыми, способными, по международным тестам они Сингапур делают, а потом падает, и к поступлению в университет это уже гораздо более плохие результаты. У нас вот эта вот средняя школа, старшие классы школы, они проваливаются. Вот это такая тоже тяжелая ситуация, и здесь тоже требуется переход к цифрам. Потому что цифра может сопровождать каждого ребенка, скрывать талант каждого ребенка. Но это такой серьезный вызов для, конечно, управленческой системы. Дальше, конечно, здравоохранение. И НТИ, это программа «Краснят». В рамках цифровой экономики пока именно решение в области здравоохранения не принято. То есть отдельно, значит, как у нас сейчас выглядит система. Да? Есть система национальных проектов. Есть национальный проект здоровья, но ключевые вещи, связанные с цифровизацией здравоохранения, вынесены в национальный проект цифровой экономики. Тут такая некоторая рассинхронизация. Но вот здесь, что очень важно, и что реализуется сегодня в рамках МТИ, это дистанционный мониторинг. Опять для удаленных поселков, самых даже простых заболеваний, как когда у тебя повышенное давление, когда этот диагноз может быть поставлен удаленно, может быть поставлен прибор. А не происходит, вам не надо отправлять человека и класть его в стационар на койку. Происходит освобождение некоторого количества коек и перевод людей на домашнее наблюдение. Вот что здесь для Якутии с точки зрения именно цифровизации и новых технологий в области здравоохранения вы видите для себя наиболее актуальны? Какие решения разрабатываются? Ну, здесь есть опять же проблема, связанная с тем, что у нас опять, из-за нашей огромной территории, вообще все наши проблемы из-за территории. Наши преимущества из-за территории и наши беды тоже из-за территории. У нас получается, что даже в наших относительно крупных городах, таких как Неринг, Мирный и так далее, да, есть очень серьезная проблема сегодня с диагностикой. Мы понимаем, что даже если есть оборудование, на котором человек, например, проходит какие-то обследования, так, то их анализ сопряжен с очень большими проблемами из-за, скажем так, низких компетенций того персонала, который у нас на местах есть. К сожалению, порой даже персональными. И вот с этой точки зрения развития того, что мы называем телемедициной, вот этих диагнозов, этих консультаций, причем, может быть, даже с использованием искусственного интеллекта, для нас это, конечно, не только сокращение затрат, да, но это и реально спасение жизни и здоровья детей. Вот у нас есть проекты в технопарке, которые позволяют, например, сегодня уже просто аппарату, который у нас есть, так, просто ставить диагнозы по снимкам. Вот. Причем опробовали, я, насколько я знаю, где-то сейчас в Соединенных Штатах Америки можно пройти апробацию, реально, когда вот искусственный интеллект ставит уже диагноз, так, причем 90, сколько у нас там было? Ну, там единицы как 100%, значит 0,9. 90% у нас искусственный интеллект совпадает с тем, что на самом деле является. Так? На самом деле, когда врачи смотрят, так, то у них процент даже ниже вот этого процента. Поэтому вот, что-то, наверное, вот такое, может быть, зал какой-то есть. Так? Мне вот почему-то кажется, что именно в части цифровизации нам нужно в эту сторону двигаться. Да, но тут есть такой риск очень серьезный. Тоже была некоторая энтузиазм по этому поводу очень большой, в тех же Соединенных Штатах Америки.
когда компания IBM нам говорила, что вот мы создали искусственный интеллект Watson, Watson сейчас заменит всех врачей, именно в диагнозе, начинали они с рака. Вот сегодня не пошло, не получилось, даже в Соединенных Штатах Америки. Выяснилось, что есть очень серьезная граница между вот тем, что искусственный интеллект способен локализовать, например, это пространство на снимке, например, да, но не способен именно поставить диагноз. Вот это вот две разные стадии. И первую стадию он делает достаточно хорошо, а вот следующую стадию, чтобы поставить диагноз, за который кто-то готов потом взять на себя ответственность, что возникает вопрос, здесь ключевой вопрос ответственности, да, то вот здесь вот происходит провал. И сегодня Watson не пошел. То есть сегодня, ну, я слышал статистику, что менее 1% значит, клиник его сегодня применяют. Можно встречаться? Можно, мы же договорились, что на троих. Да. На самом деле, абсолютно верно, да, Дмитрий Николаевич, но тут вопрос идет о том, что вот эти machine learning, так называемые, это на самом деле еще не искусственный интеллект, это всего лишь machine learning, он нужен просто как помощник врачу. То есть мы на самом деле, вот, наша разработка, она никак не заменяет врача, она просто помогает, там же рутина. Они там смотрят по 100 снимков в день. Вот просто вы представьте, как человека глаза замыливаются. Ну, просто... всем хотелось бы, чтобы заменял. Нет. Сейчас он будет ставить 0,9, а врач ставит 0,6. Ну, то есть, смотрите, вот среднее, чтобы человеку, радиологу выйти на такой уровень, нужно 15 лет проработать. Вот у нас, допустим, в том же маленьком районной больнице, ну, нет такой специалиста. Значит, мы поднимаем средний уровень выводов радиолога, соответственно, можно и потом еще по медицине советоваться с радиологами там в Питере. То есть речь идет о том, что это в помощь врача. Ускорение работы. Вот смотрите, вот весь мой опыт за последние 6 лет очень противоречивый, да, когда мы начинаем бежать очень быстро в каком-то направлении, он показал, что нам нужно здесь как-то концентрироваться на стратегии. И вот в чувствительных отраслях, медицина, конечно, является такой очень чувствительной областью. Или финансы, это вторая такая очень чувствительная область. Мне кажется, интересной и перспективной стратегией, которую я сейчас назвал быстрый второй. Не первый, а быстрый второй. То есть не тестировать на себе самое инновационное решение, а очень внимательно наблюдать за тем, кто в мире что-то делает самым первым. И если там есть доказательства того, что у них получается, да, то тащить это очень быстро к себе и внедрять вторым. Почему? Потому что когда у вас 100 бегунов бежит одновременно в 100 разных направлений, то вы не сможете конкурировать с ними со всеми за первое место на всех 100 направлениях. Да? А вот быть этим самым быстрым вторым иногда проще. Это не значит, что стартапы или компании не должны мечтать о том, чтобы стать первым. Должны. И бороться за это тоже должны. Но наша с вами ответственность уже на национальном уровне, да, состоит в том, чтобы управлять этими рисками. Ну, где-то эту стратегию я уже слышал, в районе Китая. Слышал, мы, с этой точки зрения, да, если мы начнем говорить, да, то у нас, конечно же, наши компетенции, на мой взгляд, да, позволяют нам, в части медицины, здравоохранения, да, претендовать на одну из ведущих ролей вообще в стране, если не в мире, в части работ по поведению человеческого организма при низких температурах. Вот так я это назову. Потому что то, что, например, наши ученые делают по восстановлению, скажем так, тканей при обморожении, это же не только при обморожении может быть использовано, но и в любых других историях, связанных с повреждениями кожи человека, ткани человека. И вот с этой точки зрения я считаю, что вот мы опять же здесь, у нас компетенция определенная есть, и как раз и Анатолий Скалович знает про это, и наша наука знает, так, мы могли бы в этой части, я считаю, что очень серьезно продвинуться.
есть идеи разные, так, но вот мы должны, еще раз говорю, там, где возможно, использовать наши плюсы, наши минусы. Так? Вот. Низкие температуры Якутии это абсолютно в этом случае для нас плюс, который мы должны использовать. Вся логика нетов сейчас, она говорит о том, что мы помогаем компаниям расти, и для этого выстроен целый набор инструментов поддержки, как организационных, так и нормативных, так и финансовых. Вот что здесь тоже важно понимать, и что хотелось бы в какой-то момент найти на уровне взаимодействия НТИ и регион. Я слышу, что позиционирование Якутии здесь состоит в том, что значит, Якутия уникальный полигон. И это уникальный заказчик тех решений, которые преодолевают ваше транспортное проклятие и эксплуатируют ваше транспортное благословение. Да, одновременно. В рамках НТИ сейчас создано целое ожерелье венчурных фондов, которые могут подхватывать эти проекты и выводить их в практику. Вот, как вы видите для региона взаимодействие с таким ожерельем фондов? Да, то есть у нас есть там сейчас, по-моему, 5, вот мы создали 6-й, как раз это Дальневосточный фонд поддержки высоких технологий под именно инвестирование в хай-тек проект Дальнего Востока. Да? Вот. При этом, когда работаешь с этими проектами, там ведь главное, почему не дают деньги частным инвесторам? Он говорит, нет гарантированного заказчика. Тем не менее, мы видим, что тоже Аэронет и Якутия — это взаимодополняющие компетенции. Да? И республика может в каком-то смысле выполнять эту роль. Вот как вы видите механизм настройки, если у вас какой-то взгляд про то, как венчурные фонды, крупные частные инвесторы, потому что что сейчас радикально изменилось за последний месяц в Москве. Месяц назад крупный частный бизнес так очень аккуратно смотрел про инвестирование в высокотехнологические проекты. Сейчас у нас прям вот очередь. Вы знаете, что случилось, как это произошло, да, но вот прямо сейчас то уникальное время, когда нужны крупные, интересные, сильные технологические проекты в области цифровой экономики, национальной технологической инициативы, да. Но чтобы этот крупный инвестор пошел, ему нужна связь. Он должен понимать, что он создает продукт в рынок, а не, значит, на полку. Вот этот вот механизм, он у вас есть, сформированный, или вы еще в проработке? Извините за тяжелый вопрос, потому что я вас допрашиваю. Вот, но мне кажется, здесь польза будет гораздо больше. Начнем с того, что я уверен, что эта очередь образовалась в том числе потому, что у президента страны появился специальный представитель. Моя честь в этом не такая большая, да. Ну а если говорить про венчуры и вообще про инвестирование венчуров, про их связь с регионами, у меня вообще здесь очень есть такая несколько отличная, может быть, от многих идей. Я вообще считаю, что государство вокруг венчуров носиться не должно. Вот. Мы принципиальное решение в республике приняли, мы особо венчуры финансировать не будем. Другой вопрос, что мы будем давать деньги идеям. Вот если мы увидим через конкурс и так далее, что какая-то идея может выстрелить и нужны какие-то там не очень большие деньги для того, чтобы появился прототип, мы на это деньги будем. Да? Небольшие. Дальше, вот как раз задача наших институтов развития будет заключаться в том, чтобы связать уже с появившимся прототипом какие-то компании наши, поэтому молодые стартапы, уже с теми венчурными фондами, система которых выстроена в том числе и у нас и в стране в целом. Так, если этот проект мы будем видеть, что он очень большой, то пойдем к большим. Если мы видим, что проект достаточно интересный, так, мы будем выходить на различные частные фонды, и там откуда деньги приводить. Еще раз говорю, мы сами вот этими венчурными инвестициями заниматься не будем. Раз. Во-вторых,
если мы будем видеть, что какие-то разработки есть у компании, расположенной вне республики, так, которые нам очень интересны, конечно же, у нас есть масса сегодня институтов развития, которые мы можем под это дело подвязать. У нас на самом деле их слишком много. Вот беда, в том числе и республики, что в свое время мы создали, вот все, что можно создать по закону в республике Саха-Якутия создано. У нас есть фонд поддержки предпринимательства, у нас есть венчурная компания, у нас есть республиканская инвестиционная компания. Просто республиканская инвестиционная компания есть еще с плюсом. Да? У нас есть банк, у нас есть страховая компания, у нас есть корпорация развития Якутии, у нас есть было Министерство поддержки предпринимательства и инвестиций, так, инвестиции мы сейчас убрали, это Министерство поддержки предпринимательства, фонд поддержки предпринимательства. В общем, вот еще раз, все, что можно создать государственное в республике Саха-Якутия создано. Так? В итоге у вас персонально летают? В итоге они у нас, как сказать, до недавнего времени они не знали, кто кому подчиняется, мерились там, у кого размер чего побольше. Так? Вот. Сейчас мы эту систему жестко упорядочим. У нас будет главным институтом по привлечению инвестиций, в том числе венчурных, это корпорация развития Якутии. Под ней будет венчурная компания, будет банк, страховая компания действует уже сегодня самостоятельно достаточно. Ну и будет правительство республики. При этом корпорация развития Якутии не будет заниматься сырьевыми проектами. Мы это жестко запрещаем. Потому что сырьевыми проектами займутся и без государственного денег. Вот если вот мое глубочайшее убеждение, вот как раз мы вчера, я уже запутался в днях, 2 дня назад, что мы с Вячеславом Анатольевичем Штуровым на эту тему говорили, мы с ним пришли к единому мнению, что если какой-либо проект по разработке полезных ископаемых сегодня настолько такой пограничный, что требует каких-то государственных вливаний со стороны республики, значит, пускай это лежит в земле, полежит еще лет 100, так, пока не найдутся новые технологии, чтобы сделать их рентабельными без государственных инвестиций. Поэтому сырьевыми проектами госкорпорация наша заниматься не будет. Так, это мое мнение, так лично, как руководитель. Далее мы будем как раз вкладываться в несырьевые проекты, в том числе очень надеюсь, что проекты, связанные с НТИ, найдут достойное место как раз в этом сотрудничестве. Ну вот, я вернусь здесь ведь вопрос не в чем мы сейчас видим дефицит, самое главное, не в деньгах, а в сформулированных требованиях, которые бы носили характер обязательств, то есть стимулирование спроса, а не стимулирование... Планируете на мамонта. Вот, это простой заказ, да. Это простой заказ, но вы его вроде уже корейцам отдали, нет? Нет? Вот, но вот в том же Аэронете, то есть чего не хватает для компании Аэронет? Если у них появится четкое понимание, что в случае, если они выполняют логистическую задачу перевоза груза из точки А в точку Б, заданный срок, заданного размера, заданного веса, за заданную стоимость, то республика готова заключить контракт на сервисность, да, опять же, на, соответственно, эксплуатацию этой логистической линии. Вот такого инструмента, да, обязательств, его больше всего не хватает. Потому что когда приходит инвестор, вот, все, прекрасная идея, создали прототип даже поднимается в воздух. Но дальше инвестор говорит, покажите мне спрос. Иногда бывают ситуации, когда хватает даже договора о намерении. Например, в другой очень перспективной теме, в Foodnet у нас сейчас несколько великолепнейших проектов, например, по новым технологиям сушки овощей. Там вот овощи, дикоросы, все остальное. И сейчас сушат необычным образом, когда просто горячий воздух, а там специальными продуктами абсорбции. Дальше их можно превращать в пыль. Пыль потом обратно можно чуть-чуть воды добавить и делать все, что угодно. Продукты на полке магазинов,
долгосрочного хранения, можно 3D-принтинг еды делать, все что угодно. Вот там крупные сети и крупные западные производители выстраиваются в очередь, заключают контракты, хотя там еще даже завод не построен. Все. Но условно говоря, в Аэронете так не работает. Инвестор говорит, покажите мне гарантированный спрос. Рынка сейчас нет. И вот здесь очень важно как раз, чтобы вы научились, да, вот такого рода заказ с обязательствами формулировать. Это гораздо важнее, чем дать денег. Я абсолютно согласен, что не надо государственные деньги тратить на вот такого рода хай-тек. Полностью согласен, так? Но прошу учесть одно, да? Мы маленький заказчик. Мы при всем при этом вот объем перевозимых грузов, объем нашего потребления, он всего лишь рассчитан на миллион человек. Вот, соответственно, особенно то, что касается транспортных проблем, у нас на практике вообще живет 60 тысяч человек. Вот, и вокруг них формировать какую-то крупную историю крупных каких-то заказов, это на самом деле не очень правильно. Да? И я понимаю, что мы обязательно должны участвовать в этих проектах. Так? Мы, конечно, можем с кооперацией с нашими друзьями, там, ну, например, Чукоткой, Магаданом, там, Красноярским краем участвовать. Так? Я уверен, что так и будет, потому что то, что летает у нас, летает, например, и в Кожу, так? И в других регионах. Но при этом я, например, считаю, что мы все-таки должны смотреть на Якутию, в том числе на источник каких-либо продуктов, каких-либо историй, которые могут быть использованы компаниями, работающими в сфере МТИ, для их продвижения и на российский, и на мировой рынок. У нас много таких историй. Так? Я могу о них часами рассказывать, но может пока не передача. Понятно. Еще раз, вот в нетах это вот эти истории. Автонет. Тоже, что у нас интересного здесь происходит и важно. Мы начинали с поддержки отдельных разработчиков, которые делали беспилотные автомобили. Довольно быстро ушли от этого и разделили Автонет на две истории. Одна — это преодоление технологических барьеров. Технологический барьер очень простой. Все эти Теслы и все остальное прекрасно ездят в Калифорнии. Солнечный день, яркие, значит, краски, значит, хорошая дорожная сеть, все работает. Как только плохая погода, снег, дорожные знаки не видны, все остальное останавливается. Поэтому мы сказали, мы не будем поддерживать отдельные компании, мы объявляем конкурс. Значит, конкурс «Зимний город», проехать за 3 часа 50 километров в реальных условиях, значит, русской зимы. Не как бы солнечной Калифорнии, а вот такой вот, значит, конкретный зимы. Честно говоря, я думал, что у нас будет 5, 7, 8 участников от силы, но вот подал 27 команд. Заявление мы, наверное, увидим довольно скоро. Мы тестировать будем все-таки в московских или подмосковных условиях, потому что нужен полигон оборудованный такой. Хотя я надеюсь, что когда-то вот в Якутске все-таки такой высокотехнологический полигон под именно испытание в, значит, низких температурах, он появится. Вот, но как бы сейчас такого нет, дорогая штука, и тоже пока нет спроса, смысла нет никакого делать. Вторая часть истории, в которую мы ушли, это работа с данными, автомобильными данными в первую очередь. Что мы сейчас делаем? Мы учимся собирать данные на всем этапе жизненного цикла. От того, когда человек думает, какую машину купить, до того, когда он ее продает, когда она ездит, куда она ездит и как. И там очень интересный эффект, например, связанный с умным страхованием. Появляются страховые продукты, когда ты не годичный контракт покупаешь на каком-нибудь каско, и оно очень дорогое, а когда ты сел в машину, нажал кнопку на телефоне и поехал. И у тебя, значит, стоимость идет там 10 рублей, 5 рублей за километр. Да? И если ты едешь хорошо, ну то есть соблюдаешь правила, никого не обгоняешь, то у тебя базовый тариф.
Начинаешь лихачить, у тебя прям в режиме реального времени тариф растет. 5 раз, 7 раз, 20 раз. Начал в шахматы играть на дороге. Да? Значит, у тебя так. Да? И я думаю, что рано или поздно мы ОСАГО переведем на такую логику. В принципе, по мере распространения системы ГЛОНАСС, значит, дорога будет таким воспитателем. Да? Потому что все эти лихачить смогут только миллиардеры. Вот, очень простая логика. Вот, для Якутии здесь решение Автонета, автомобили беспилотные и вот эти работы с данными, страхование, насколько это актуально? Ну, по Автонету я скажу то, что лежит на поверхности, то, чем сейчас, на самом деле, насколько я знаю, наши крупные компании все озадачены, это, конечно, большегрузные автомобили, которые работают на наших карьерах, приисках, которые могут как раз быть переведены в беспилотный режим. Вот это точно та тема, которая интересует и алмазодобычу, и угольщиков, и заводопромышленников. В общем, там, где у нас есть большие объемы перевозимых грузов на короткие расстояния, но достаточно таких непростых условиях, вот это точная история, да, которая их всех, безусловно, интересует. И еще раз говорю, насколько я с ними со всеми разговаривал, у всех у них какие-то уже контакты и с мировыми производителями, и с российскими, и так далее, по беспилотникам они уже активно ведутся, потому что это то, что им реально нужно. Да, но здесь как раз скорее такая не совсем позитивная история, да, потому что был один из первых проектов НТИ, интеллектуальный карьер, и они как раз много общались, в том числе с Алросой, по использованию этих большегрузных автомобилей, и, скажем так, эксплуатанты остались недовольны. Пока технологического решения, которое бы можно было, что называется, поставить, мы его, так что называется, сходу не нашли. Мы надеемся, что там компания все-таки растет по уровню компетенции, но пока не увидели прямого решения. Вот. Здесь, конечно, вопрос, но если так, республика один из самых крупных акционеров, да, и в этом смысле ваша позиция принципиально важна, то есть вы считаете, что на каком-то витке нам надо вернуться с вами к этой истории, да, и может быть специализированный конкурс сделать, да, то есть какая-то форма. Это не только для компании Алроса, да, это в том числе для угольщиков. Так, сейчас же страна ставит просто суперамбициозные задачи, мы хотим стать уже одним из самых главных экспортеров угля в мире, мы хотим нарастить кратно добычу угля в ближайшие несколько лет. Вот. Это вопрос идет о перевозке сотен и сотен миллионов тонн угля. Соответственно, во всем этом используется большегрузная техника. Так? Ну, и, естественно, все они уже говорят именно о том, что если такие автомобили появятся, мы их точно будем использовать. Сейчас же речь идет о том, что вообще некоторые предлагают, а может нам построить там на сотни километров контейнеров, так? Это интересно, в аэронавте входит, нет? Вот, чтобы конвейер, грубо говоря, стоял на месторождении, а от него прямо на море шел конвейер на 200, на 300 километров. Говорят, где-то есть такие в мире, так? В России пока нет. Ну, обсуждается. Да, интересно, есть проект, у нас компания обсуждает с Росатомом под эксплуатацию Северно-морского пути, значит, разные решения, но пока не очень близкие. У цифровизации есть еще и такая темная сторона. Да, это, в первую очередь, связано с вопросами кибербезопасности. И программа «Цифровая экономика», которая сегодня уже принята правительством, называется у нас проект, но это целое отдельное направление – кибербезопасность. Количество жуликов огромное, мошенников огромное, людей обманывают, нагрузка на систему. Особенно тяжело там, где бюджетники, и не дай бог, значит, получили немного денег и все, что называется, украдены, начинают учиться использовать систему искусственного интеллекта для обмана.
То есть телефонные звонки на основании анализа поведения в социальных сетях, да, представляются родственниками, знают важные факты, обманывают, вымогают деньги. Вот насколько эта проблема актуальна для республики, как вы видите здесь борьбу с ней? Дима, эта проблема вообще супер актуальна не для Республики Саха-Якутия только. Так, она актуальна для нашей страны и вообще для мира. Так? Мы считаем, что вот в этих вопросах, так как у нас компетенции все-таки по IT-технологиям в республике, я считаю, лучшими на Дальнем Востоке, без ложной скромности, мы должны стать номером один по подготовке специалистов в части кибербезопасности. Либо по их разработке таких систем, по их внедрению. Вообще кибербезопасность, коллеги, это то ужасное на самом деле будущее, которое нас всех ждет. У нас кибербезопасность сейчас почему высокая, да? Почему мы как бы сталкиваемся с ней редко? Потому что у нас вообще в целом пока киберпространство, оно еще не развито. Мы не в цифровом пространстве, мы еще живем в аналоге. Я в прошлом году был в Израиле, и наши друзья израильские, так, там, получив какие-то доступы, повели меня в одну из их крупнейших компаний, которая занимается технологиями двойного назначения, так называемых, для армии и для государства. И вот представьте, захожу, меня посадили в аудиторию, чуть меньше этого, одного, так, мне прочитали лекцию о кибербезопасности на 45 минут, их не ведущие аналитики. Вот. Ну, я проверился, читают, что это страшно, что это плохо, так далее, так. Они видят, что, это, судя по всему, у них так и было задумано. То есть, человек сидит, слушает, так, потом говорят, давайте, вы из какого города? Я говорю, город Якутск. Они при мне зашли в сети двух наших крупных компаний, вот. При мне они их скрыли, при мне они сказали, Александр Сергеевич, вот если мы сейчас нажимаем эту кнопку, у этих компаний будут большие проблемы. Они придут утром и увидят, что их система баз данных не существует. Просто. Вот. Это они сделали за 5 минут. За 5 минут они скрыли две наши компании, крупные компании. Я просто называю их. Вот. Дальше что они сделали? Они сказали, это чепуха. У вас в России, как раз вообще интернет-пространство не развито. Поэтому они как раз показали карту, где мы достаточно такой, знаете, такой нейтральный цвет окрашен. Потом они показали на Соединенные Штаты, так, они, знаете, вот, ярко-красным цветом линию, говорят, вот сейчас ты увидишь, что такое вот настоящее. Они при мне зашли наугад, попросили меня город, я ткнул в Денвер, так? Они зашли в Денвер, нашли, я опять ткнул, так, получилось АЗС, вот, они нашли эту АЗС, и за 5 минут они все системы контроля над этим АЗС получили на свой компьютер. Они сказали, вот нажимаете эту кнопку, вот из этой колонки сейчас польется бензин. Просто польется. Или это же страшно? Вот они говорят, вот это вот самое страшное, что сейчас в мире происходит. Вот они говорят, терроризм, вот сейчас старается идти именно в эту сторону. И вот наша задача, как задача компании, работающей на безопасности Израиля, вот от этого всего отбиваться. Мы каждодневно ловим там столько-то. Вот они как раз мне показали всю темную сторону интернета, вот эти все вот эти порталы и так далее. И я понял, что, оказывается, я думал всегда, что хакеры это очень такие, знаете, продвинутые ребята в очках, там сидят, там какие-то программы пишут, ничего подобного. Любой из нас может стать хакером. Константин Иванович, вот вы можете стать хакером. Достаточно знать портал. Вот, вы заходите на этот портал, и там тысячи этих хакерских программ, которые не то что продаются, они в свободном доступе. Вы просто их берете и начинаете их просто тестировать на защите тех или иных компаний. Для этого, еще раз, не надо быть компьютерным гением. Так, я за 5 минут все понял. Так, что нажимать и что делать, чтобы вот этого результата добиться. Понимаете? Это же очень опасно. И вот вопросы кибербезопасности это то, что на самом деле Дмитрий вас тоже, так как спецпредставители президента, должны беспокоить, наверное, в первую очередь. И вот еще раз я хочу сказать, что мы хотим на самом деле стать вот вместе с Северо-Восточным федеральным университетом, с нашими вот IT-парками, когда заработают, все-таки получить какие-то определенные компетенции и начать здесь выпускать специалистов по кибербезопасности для всего Дальнего Востока. Это замечательно. Мы со своей стороны, как Центр компетенции цифровой экономики по кадрам, с удовольствием такую вашу инициативу поддержим.
У нас есть крупная инициатива, опять же, Сбербанка по Академии кибербезопасности, но не Сбербанком единым, что называется, чем больше таких будет программ, тем лучше. Поэтому давайте договоримся, что мы от вас ждем такой амбициозной заявки, да, и мы совместно ее проработаем и начнем там, с следующего года уже в реальность внедрять. Только не в... Здесь проректор университета Да. вижу, так, Анатолий Иванович вижу, так что я думаю, что все. Обязательства взяли, только не вот так, что, знаете, 4 года учите в бакалавриате, а потом 2 года в магистратуре, а потом, значит, к 26-му году... Нет, вы на там первом этапе выпустите, нужна просто значит, система переподготовки. Там вот еще, вот я то, что же, я же у них выяснил всю систему, не знаю, как это работает. Там на самом деле есть несколько ступеней. Есть люди, которые учатся 6 лет, да? Это должно быть такие. Есть люди, которые ускоренным образом, как второй выше, там, год, да? Есть люди, которые просто читают лекции в течение 2 недель. Для того, чтобы люди получили сертификаты, ну, как бы самые необходимые какие-то знания и начали на своих предприятиях, учреждениях, ну, той же бюджетной сферы, внедрять все-таки определенные протоколы по кибербезопасности. Вот. Я считаю, что вот это все абсолютно понятно, ясно, и этим надо заниматься точно. Хорошо, здесь договорились, но понятно, что кибербезопасность это только часть вот такой системы управления. И для нас был, конечно, вот программа Острова, здесь Остров 1021 в ДВФУ в июле таким прорывом. Мы очень сильно удивились, когда мы впервые сами попробовали по-настоящему сделать искусственный интеллект в образовании, представить настоящую интеллектную систему, загустить вот всю эту систему образования и подготовки. Многие наши гипотезы не оправдались. Мы все говорим, там, индивидуальная образовательная траектория. Выяснилось, что надо говорить об образовательном пространстве, потому что человек принимает решения постоянно, меняет траектории постоянно. Работу государственных систем управления, здесь они особенно критичны, и выяснилось, что, конечно, ну, скажем так, мягко, представление об объекте, которым управляют региональные правительства, и тем, как он на самом деле, как там все на самом деле, очень часто разрыв критичен. Вот, мы делали первую в стране программу подготовки так называемых CDO, да, Chief Data Officer, то есть специалистов по управлению данными. У нас было, по-моему, если я ошибаюсь, там 38 регионов, больше около 200 региональных чиновников от уровня заместителей губернатора до уровня там, заместителя начальника отдела, который за этими данными отвечает. И что произошло? Ну, вот я могу рассказать на 2 таких кейсах, 2 примерах. Пример Томской области, когда выяснилось, что аналитика, которая собирает ведомственные системы, совершенно неадекватна. И представление о том, кто учится, чему учится и как учится, ну, вообще не дает оснований для принятия качественного управленческого решения. Что коллеги сделали? Они в какой-то момент это честно поняли. Честное признание, диагноз – это путь к выздоровлению. Они нашли такого дата-аналитика. Он сделал простые вещи. Он взял датасет ВКонтакте, набор данных, и такой же набор данных из HeadHunter. И сравнил их. И выяснилось, что совершенно другая картина, чем у них получалось по ведомственным данным. И они смогли собрать региональную стратегию развития образования себе буквально за несколько дней там, на острове, исходя из совершенно других предпосылок. У них выяснились интереснейшие зависимости. Да? Например, очень интересная зависимость, вероятность того, что человек уедет из региона в зависимости от получаемого профиля образования. То есть, что если человек идет учиться на педагогические науки, он уедет из Томска с вероятностью 12%. А айтишник уедет с вероятностью 50%. Да? И из этого ну, начинаются управленческие ходы. Давайте учить педагогов с айтишными компетенциями. Да? 30 лет. Ну, то, например, да, все 30 лет в школе, да, и с ипотекой еще синхронизировать, и тогда точно никто не уедет. Вот.
А для айтишников надо наоборот какую-то программу, когда они там могут даже уезжать в стартапы, но при этом становиться преподавателями в этих самых образовательных программах Intellectual Skills. Да, то есть они начали вот эти вот формы делать. Но еще раз, они этого не видели. И какой-то внешний аналитик им дал больше, чем вся образовательная система. Другой еще такой же интересный кейс, который сделала команда Андрея Никитина по Новгороду Великому. Они анализировали туристические потоки. Тоже у них были данные, оказались, что они не бьются с реальностью больше, чем на 50%. Выгрузили данные сотовых операторов о том, кто въезжает в инфраструктуру области, где останавливаются, где какие деньги тратят. И оказалось, что у них огромный серый сегмент, то есть люди где-то там, условно говоря, идут по статистике, что они там становились у друзей, но очевидно, что они не у друзей, а, видимо, большой сегмент серых нелегальных гостиниц. Да? Раз и тоже, значит, выходит на совершенно другой уровень. Там сейчас 9 регионов присоединились к этой инициативе, разрабатывают новую модель управления туристическими потоками. Я не знаю, кстати, Якутия участвует в этом консорциуме или нет. Вера мне там говорит, что значит нет. Да? Вот. Но мы договорились о том, что мы вот это вот весь управленческий слой Дальнего Востока будем переучивать. Потому что, видимо, недостаточно переучить там 5 человек на уровне, значит, там, ваших первых заместителей, да, или вторых заместителей. Надо переучить директоров школ, директоров больниц, ключевых специалистов, руководителей департаментов. Договорились о том, что первая такая программа, она будет, значит, запущена значит, вот на ВЭФе подписано соглашение между нашим Министерством 2035, Министерством связи и массовых коммуникаций, Министерством Дальнего Востока. Вот. Здесь хотелось бы воспользоваться, обратиться к вам с просьбой и делегировать вашего председателя правительства, чтобы он стал научным руководителем этой программы. И вы как бы ее курировали здесь. Вот, потому что значит, для меня это еще очень важно, с тем, чтобы она была сконцентрирована не только на Приморье, да, чтобы все регионы Дальнего Востока здесь были, а чтобы Якутия была одним из таких регионов-менторов. Нет, Владимир Викторович у нас будет научным руководителем всей федеральной дальневосточной программы. Замечательно, мы будем хаки вот, спасибо большое. Договорились, маленькие вопросы порешали. Вот. А в целом программа предполагает, что мы 300 тысяч чиновников и руководителей образовательных и медицинских систем до 2024 года в стороне переучим. Да, и, соответственно, здесь очень важна именно глубина погружения и темпы развертывания всего этого. Наверное, нам с вами здесь надо именно плавно поработать для того, чтобы тоже правильно бюджетировать, понять, кого и как. Потому что если человека не переучить, он просто не понимает того, вот, о чем мы с вами сейчас разговариваем. Вот. Другое мероприятие есть, тоже очень важная для нас задача, создать бесплатный онлайновый такой университет, который бы ключевые компетенции мог давать всем. То есть, чтобы, например, та же цифровая грамотность и цифровая гигиена, ее преподавать всем жителям. Потому что, опять же, если вы делаете удаленный цифровой поселок, да, у людей должны быть базовые правила. Точно так же, как вы проснулся утром, почистил зубы, да, точно так же, значит, я пароль от карточки больше на самой карточке не пишу. Да? Все, это вот примерно, значит, да, такая очень важная часть истории. Конечно, во всех этих историях не обойтись без ведущей роли университета. Сейчас, вы знаете, у нас идет такой процесс, который ведет Министерство образования и науки. Это создание так называемых НОЦов, научно-образовательных центров мирового уровня. Предполагается, что это будет создано в стране в районе 15.
И, конечно, дальше государственные ресурсы будут сконцентрированы на поддержке именно этих НОЦов. Да, в этом смысле статус просто федерального университета, он уже недостаточен для того, чтобы вот в это будущее идти. Федеральный университет, исследовательский, это вот такое немножко предыдущее поколение. Сейчас главная ставка это именно НОЦы. У вас есть уже политика по этому поводу? Вы пойдете на конкурс одни, вы пойдете в кооперации с кем-то? Вот сформулировано сейчас это у нас пока, к сожалению, не сформулировано. Но надеемся, что после 9 сентября мы ее достаточно быстро сформулируем. Понятно. В общем, торопитесь. Мой вот здесь искренний совет, потому что поезд уходит. Михаил Ефимович Николаев, когда будет выступать на ВЭЧе, он как раз и будет об этом говорить. Мы готовимся. Да, Тяжелая артиллерия готова. Тяжелая артиллерия у нас готова и будет выступать именно по данному поводу. При этом идея первого президента республики, она связана о том, что в НОЦах все-таки на территории Дальнего Востока должны быть объединены филиалы ведущих российских вузов и, соответственно, зарубежных вузов, которые определены в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому, так сформулировали, это обсуждали Михаил Ефимович Александр Сергеевич, я думаю, что вы это услышите. Да, ну вот здесь надо над формой подумать, да, если вы понимаете, что вы не попадаете, например, в этот топ-15, да, то либо надо идти вторыми, третьими, отстаивать сетевую форму, потому что филиалы хорошо, но недостаточно. Понимаете, филиалы, вам как-то там отрезали, сделали, а здесь это большие серьезные инвестиции, прорывы. Да, и за что у меня лично душа болит, то, что я от вас узнал, когда мы здесь были в 2014 году, пульсоценовый парк, вот все эти столетние проекты, и это потенциальное направление прорыва в сторону, в том числе, природоподобных технологий и всего вот этого. И сейчас это не отражено на федеральном уровне, я этого не слышу в дискуссиях. Вот не вижу вот этого вот роли Якутии вот в этой части технологического прорыва. Мне кажется, что здесь надо поработать именно вот в эту логику встроиться. Да, не только филиалы, но и активные позиции республики, да, может быть, с точки зрения тематик каких-то других НОЦов, которые в других каких-то местах находятся. Здесь требуется именно такая серьезная сетевая работа, да, а не просто стараться продавить федералов и заставить какую-то квоту на эти кафедры филиальные на территории республики получить. Что еще раз, и почему нам очень нравится то, что вы делаете, и почему мы готовы помогать и прилежать и работать. Да? У Якутии эта точка должна быть точкой кипения не только на карте России, но и на карте мира. Да? И у вас есть амбиции и возможности это сделать. И здесь, замыкаясь, или только говоря, что мы будем только донорами, или только больше пытаться ресурсов на это выбить, недостаточно. Да? Должны появиться места, где вы лидируете в прорыве в мировую повестку. Да? Здесь, и это как раз то место, в котором у вас это может получиться. Вот здесь, мне кажется, с точки зрения стратегии научно-технологического развития, именно ответа на глобальные вызовы. Потому что, смотрите, ведь СНТР сейчас, как я задумал Андрей Александрович Фурсенко в свое время, и абсолютно правильно с моей точки зрения, это ответы на глобальные вызовы. А цифровизация там только один из. А еще там огромный вызов — это климатический вызов. Все с ним согласны, и кому, как не вам, на этот вызов отвечать. Да, вот здесь можно, мне кажется, сыграть, сделать другой ход, другую игру сыграть. Если это ответ на глобальные вызовы, то вы как раз вместо ответа на глобальный вызов. И компетенции соответствующие, которые здесь проявлены. Вот здесь, мне кажется, еще последний вагон уже отходит, но если быстро-быстро побежать, то можно еще в него запрыгнуть. Коллеги, у нас получился совсем другой формат, не лекции на самом деле, а такого разговора, но понимаете, ведь есть как бы профессиональные визионеры, которые всю жизнь читают лекции о будущем. А
мы же практически везде, правильно? Нам надо переводить эту практику в суровые прикладные решения, которые будут работать уже там здесь и сегодня, или хотя бы, значит, здесь и завтра. И здесь тогда вам большое спасибо за этот разговор, коллеги, вам большое спасибо. Мы постарались поискать практические решения между далекими разговорами о будущем и потребностями республики сегодня. Мы со своей стороны сделаем выводы, попытаемся найти такие форматы и для других территорий Российской Федерации. Коллеги, я, наверное, от имени всего зала поблагодарю Дмитрия Николаевича за очень интересное написание. Если перевести на простой язык, все, что мы сегодня говорили, да, мы рождены, чтобы сказку сделать будем. Вот. Спасибо. За активное участие в организации и проведении форсайт-фото и генератор форматов развития благодарность вручается временно исполняющему обязанности главы Республики Саха-Якутия Айсену Сергеевичу Николаеву. Благодарность вручается Семенову Анатолию Аскалоновичу, министру инноваций, цифрового развития и информационных технологий Республики Саха-Якутия. Ну а теперь, дорогие уважаемые гости, уважаемые участники, настал момент самый приятный для церемонии открытия сегодняшнего пространства. Мы приглашаем руководителя Ивана Васильевича, пожалуйста, для разрезания торта и наших уважаемых гостей Дмитрий Песков и, конечно же, наш уважаемый Айсен Сергеевич Николаев. Пожалуйста, дорогие друзья, аплодисментами поддерживайте. Уважаемые участники и гости, разрешите поздравить всех с открытием пространства коллективной работы «Точка кипения Якутск».